Около 13 тысяч гектаров природного заповедника Эрзи готовят к передаче в создаваемый в Чечне национальный парк Даймохк. Такая информация облетела социальные сети накануне. Вопрос с самого начала находится под особым контролем представителей правительства и Минприроды Ингушетии. О дальнейших действиях намерены говорить с народными избранниками. 3 числа в парламент было направлено письмо от Министерства природных ресурсов с просьбой провести расширенное совещание. Не понимают люди, что происходит, какая ситуация. Говорят, что-то передают, опять что-то происходит и так далее. Поэтому нам надо обстоятельно обсудить данный вопрос. В парламенте в первую очередь говорят о важности сохранения территории Эрзи в нынешних границах и признать заповедник межсубъектовым с сохранением действующей дирекции в Ингушетии. Началось все с сентябрьского совещания, которое прошло с участием представителей Министерства природы России, первого вице-премьера Ингушетии и министра природных ресурсов и экологии Чеченской Республики по вопросу создания национального парка Даймохк в Чечне с переводом ему части земель Эрзи. Магомед Евлоев выступил против передачи части заповедника. Несогласие с выдвинутым предложением Минприроды Ингушетии объясняет буквой федерального закона. Обоснованием этим и послужило то, что есть федеральный закон об особо охраняемых природных территориях. Где 33-й закон, где четко и ясно прописано о том, что земли особо охраняемых природных территорий, заповедников, заказников, а также национальный парк, они не могут уменьшаться. То есть, да, выводить можно, эта процедура есть, но, соответственно, нужно увеличить. В обосновании довода мы сказали, что малоземелье, отведенный земельный участок под полигон, что у нас по соглашению отошли земли, что у нас нет этой земли, чтобы добавить. Вот у меня протокол, и здесь четко есть ваш ответ на поставленный вопрос и позиция определенная, которую подтверждаете в целом согласованно и с руководством республики. Поэтому вот именно вопрос будет решаться голосованием рабочей группы, которая создается. Да? И в письме говорится, что мы туда включили вот тех лиц, которые мы сегодня сюда пригласили. В ходе совещания для депутатов привели краткую справку по заповеднику. Заместитель министра природных ресурсов Ингушетии подчеркнул, заповедник Эрзи обладает высшим статусом и предложено создать на этой территории национальный парк по статусу гораздо ниже. Менять статус с самого высокого на ступень ниже – это уже неправильно. Потому что для чего сам по себе заповедник создается, мы же знаем, чтобы сохранить вот уникальные ландшафты, флору, фауну, которые непосредственно на этом заповеднике существуют. Также отметили, на территории Эрзи много объектов культурного наследия Ингушетии. И все они состоят в реестре. Часть территории курорта Арамхи тоже предполагается к включению в национальный парк Даймохк. Но если будет вопрос стоять по объектам культурного наследия, то мы в этой части можем сказать, что у нас есть объекты, поставленные на госохрану органов государства Республики Ингушетия. Первое. Второе, что эти объекты культурного наследия имеют отношение непосредственно к ингушскому народу, к тейпам, которые относятся к ингушскому народу. В рамках совещания в Народном собрании обсудили еще один вопрос. В четверг в ингушских пабликах появилась информация о том, что на окраине у подступов к ингушскому селу Датых на административной территории республики проводятся несогласованные работы с помощью тяжелой техники. Они также затрагивали русло реки Фортанка. Местные жители сообщили о ситуации во все инстанции республики. На место проведения работ по поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова выехала правительственная комиссия. Все нарушения были зафиксированы. Незаконные действия проводились с применением тяжелой техники, принадлежащей Чечен-Автодору. Документы по итогам этого выезда Министерством природных ресурсов Ингушетии направлены в соответствующие органы власти, в том числе в администрацию президента России, полномочное представительство президента страны в Северо-Кавказском федеральном округе, Росприроднадзор и Минприроды России. Факт проведения работ второй стороны без согласования с властями Ингушетии подтвержден. Меры по возвращению русла реки в прежние границы будут предприняты в кратчайшие сроки. Свою вину работники Автодора Чечни признали и обещали до понедельника вывести технику и вернуть все, как было изначально.
Собравшиеся подводят итоги. Интересы народа, парламента и правительства едины. Все считают необходимым сделать все возможное для сохранения территории РЗ в нынешних границах. В завершении встречи председатель парламента Магомед Тумгоев заявил, что будет создана рабочая группа, в которую войдут депутаты Народного собрания, представители правительства, министерств и ведомств республики с целью обстоятельного изучения вопроса. Собравшиеся выразили готовность отстаивать интересы Ингушетии, конечно же, в рамках закона. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24.